Здравствуйте! В последнее время мы все чаще говорим о туризме. И говоря о нем, мы опять же чаще всего под самым туристическим объектом подразумеваем Урал. Урала выпало на долю республики немало. Практически вся восточная граница – сотни километров. И в то же время почти на всем ее протяжении Урал является труднодоступной областью. Железных дорог туда нет, автомобильных мало, и проехать по ним на легковом авто невозможно. В общем, природа сама установила неплохой фильтр к Уралу от случайных гостей. И преодолеть его может лишь тот, кто и в самом деле горит страстным желанием на Урале побывать. Вертолет может вас доставить в любую точку Урала. Но это удовольствие дорогое, мало романтичное. Потому основная масса туристов добирается к горам либо на вездеходах, либо на мощных Уралах-вахтовках. Самый простой и дешевый доступ к горам существует лишь на Полярном Урале, там, где протянулась железнодорожная ветка от Сейды к Лабытнанги, вдоль реки Собь. От станции Полярный Урал, либо станции Собь до реки всего пару сотен шагов. Река Собь быстрая, но довольно спокойная и дает возможность безопасно справляться даже неподготовленным людям. Течет она с запада на восток, вдоль горного хребта, пересекающего Урал. Рыба появляется лишь после порогов, расположенных напротив поселка Харп. В верховьях – хариус, а в низовьях – гигантские щуки. Пейзажи красивые, как везде на Урале. Город достигает километровой высоты и доступны для восхождения. Через 2-3 суток сплава вы приплываете к реке Обь. Однако, если вы хотите увидеть самые красивые горы Урала, то отправляться в поход следует из городов Вуктыл, Печора или Инта. Особенно популярна у туристов Инта. Горы в Интинском районе самые высокие и красивые. Многие жители Инты заняты обслуживанием туристов, предоставляют транспорт, катамараны, работают проводниками и инструкторами. Вахтовки встречают буквально все поезда, и прямо отсюда, забирая туристов, отправляются в горы. Походные трудности начинаются уже с вокзала. До гор надо будет преодолеть около 140 километров. Машина едет еле-еле, преодолевая каменные нагромождения и небольшие речушки. На дорогу уйдет весь день. Самым большим препятствием является преодоление машиной реки Кожим при въезде в национальный парк Юг-2. Вход на территорию Юг-2 платный. Кожим – самая большая река здешних мест и, возможно, самая красивая, с очень высокими и необычными скалами по берегам. В ней много хариуса. Часто встречаются экземпляры до 2 килограммов, но рыбалка здесь запрещена. Основные и самые интересные маршруты по Приполярному Уралу начинаются именно с этих мест. Считается, что Приполярный Урал
красивее всего прочего Урала. Мы расскажем о самом популярном маршруте на Приполярном Урале. После переезда реки Кожи наш путь продолжается к поселку геологов с романтичным названием Желанный. По дороге к поселку проезжаем ворота Полярного Урала. Это гора Еркусей. Черная, абсолютно каменная гора высотой 1099 метров. Ее называют еще Шаман-горой. Дело в том, что гора эта до сих пор является священным местом камлания, жертвоприношения народов Ханты и Манси. По коми же поверьям, в этой горе живет бог северного ветра Войпель. Поселок Желанный – это несколько ветхих домиков-бараков. Живут в нем геологи, вахтовики кварцевого рудника. И поселок, и сам рудник находятся на берегу большущего и красивого озера Улыс-Белбанты. Смешное на слух название переводится с коми как «Нижнее озеро идолов». Через это озеро транзитом протекает речка Белбанью. Кстати, пройдя озера, она становится крутой нравом и довольно сложной для сплава. На руднике 1948 года добывался кварц и горный хрусталь. Шло сырье для радиопромышленности. Последние годы работы идут вяло. Рудник интересен больше туристам. Спустившись с фонарем, можно увидеть сказочные по красоте штольни. Далее основная масса туристов следует вдоль реки Белбанью. Они доходят до второго озера поменьше. Это Верхние Белбанты. Рядом с ним расположены две большие горы со странными названиями – Старик и Старуха. Между ними на берегу озера летом всегда стоит чум оленеводов. Они приходят из Сибири, спасая оленей стада от гнуса. Называют себя ненцами, но прекрасно говорят по-коми. Умело пользуются своим местонахождением. За малую мзду показывают проходящим мимо туристам секреты своего быта, либо продают оленину и красную рыбу, выловленную в озере. Отправившись далее, люди, наконец, подходят к подножию самой высокой горы Урала – Народа. Ее высота – 1895 метров. У самой верхушки люди с острым зрением могут увидеть деревянный крест, который установила около 10 лет назад православная экспедиция. В самом подножии Народы, среди снежников, находится озеро Восьмерка. Если посмотреть на озеро сверху, то так оно и выглядит, как цифра 8. Отсюда, кстати, и начинается река Белбанью. Удивительно, но в ледяном озере на большой высоте среди камней водится лососевая рыба. Это голец, которую здесь почему-то называют еще умжей. А вот хариус на такой высоте не встречается. Народа находится на самой границе нашей республики, на границе Азии и Европы. Небольшие походы, как правило, заканчиваются восхождением на Народу. Но те, у кого есть время, движутся дальше. Например, долины рек Лембекаю или Косью. Большинство туристов предпочитает Косью. Но для этого нужно будет пройти один из перевалов, либо Каркар, либо Зигзаг. Оба перевала сложны, но преодолимы. А еще они чрезвычайно красивы. Скалы, озера и водопады, летящие каскадами на многие сотни метров вниз.
Здесь нужно быть осторожным и не терять дорогу. Хорошо, если во время прохода перевала не начнется гроза или буря. Оставив бедную растительностью долину реки Балбанью, перевалив перевал, вы оказываетесь в красивейшей долине реки Манарага, притока Косью. Здесь красивые лиственничные леса, похожие на парки, и много дров. Спустившись по реке несколько километров, вы вдруг увидите жемчужину Урала, самую красивую гору Манарагу. В переводе с мансийского «медвежья лапа». Коми называют ее Чизим-Юра-Из, что значит «семиголовая гора». Манарагу называют символом не только приполярного, но и всего Урала. Подняться на нее непросто, но под силу почти каждому туристу. Опять же, все зависит от погоды. Ура! Мы на вершине! С ее вершины открывается вид на самые красивые и высокие горы Урала, включая гору Колокольня. Отсюда вновь начинается множество интересных маршрутов по самым величественным камням. Для большинства туристских групп Манарага является кульминацией похода, и далее можно следовать обратно. Вернуться в Винту можно той же дорогой, что и пришли, но лучше сплавиться по рекам Косью или Кожим, до самой железной дороги Микунь-Воркута. Сплав подарит новые ощущения и новые открытия. Вы, наконец, увидите, что такое огромный хариус. Таких экземпляров не бывает в речках равнинной части республики. Они лежат на каменистом дне большими стаями и видны даже на многометровой глубине. Сплав довольно опасен в верховьях рек, но в среднем течении, даже при большой скорости стремнин и наличии порогов, возможен для большинства туристов. Мы все помним поговорку, что нет пророков в своем Отечестве. И по аналогии с этой поговоркой мы говорим, что нет в нашем доме мест, достойных внимания гостей. Однако, побывав на приполярном Урале, мы убеждаемся в обратном. Мы начинаем сетовать на то, что ни фото, ни видеосъемка не могут передать неземную красоту тех мест. А потому надо ехать и смотреть.